Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон! Мои милые, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что хотят сказать вам высшие силы прямо сейчас? Если тема вам интересна, посмотрите на песочек, загадайте на себя, назовите свое имя и так и спросите, что хотят сказать мне высшие силы прямо сейчас. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, что же хотят сказать вам высшие силы прямо сейчас. Прекрасно, просто прекрасно. У вас тут лилия пошла, лилия и копье, и чаша. Дорогие, вот дословно, да, первый тезис. Ты лишь только в начале своего пути, в начале своего развития, в начале своего достижения, получения, приобретения. Это только первый шаг. Ты на правильном пути, ты идешь в правильном направлении. Вот высшие силы вот прям так и говорят. Вы центр мировоздания. Да, вы еще как бы внизу у меня, да, вот человек вот словно, да, только родился и поднял с большим таким восклицательным знаком, да, ручки вверх. И того хочется, и это нравится, интересно. Кто-то у меня тут вообще заблудился по жизни, и человек не знает, что делать, куда пойти, чем заняться, где себя применить. Либо так сложились обстоятельства, что очень сложно найти именно тот единственный правильный путь, который даст исполнение. Кто-то у меня вот по вот этой бабочке, да, человек просто по жизни порхает туда-сюда. Да, вот как бы бабочка, они достаточно легкие, да, легкие такие создания, насекомые. И, может быть, не совсем думают о своем будущем, либо серьезно относятся к этому будущему. То есть здесь явно какое-то пренебрежение, может быть, именно своими интересами, либо мыслями о будущем. Так, мои дорогие, вот кто особенно так порхает по жизни, либо, знаете, еще может эта бабочка отыграться как человек, который любит развлечения, любит азарт, любит, не знаю, там покушать, как-то себя побаловать. А потом, когда там приносят счет, либо животик болит от переедания, человек думает: господи, ну зачем? Ну зачем это нужно было делать? А в очередной раз я теперь сижу там, страдаю коликой. Зачем нужно было все это делать? То есть какая-то легкость восприятия жизни, которая потом сменяется именно каким-то сожалением, огорчением и самобичеванием. Вот какой-то такой момент. А у кого-то отыграется, что у вас партнер в жизни такой есть. Да? Человек как бабочка-однодневка. Да? Вот хочется дела, а о последствиях я подумаю потом. Да? Сожалеть я буду завтра. Но так получается, что вы сожалеете о последствиях этого человека, и как будто бы вы вынуждены каждый раз вытаскивать этого человека из самой страшной, глубокой и черной, извините, жопы. Ну уж простите, но именно так идет. Да, непросто, очень непросто. А у кого-то как будто бы два таких человека в окружении, либо вы пара таких легких, беззаботных до определенного периода людей. В общем, это ситуация патовая на самом деле, и ее нужно в корне менять. Она еще в левой стороне, и это ситуация сегодняшнего дня. Сегодняшнего дня, недавнего прошлого, либо ближайшего будущего. То есть так жить нельзя. Вот нельзя, и все. Здесь у вас ящерица, видите, ползет вверх такая, на варана похожая. Ящерица — это всегда знак выносливости и мудрости.
Кстати, ящерицы едят бабочек, вот чтобы вы знали. Любят, да, любят бабочек, особенно когда они в стадии гусеницы. Так, ну, во-первых, либо это знак того, что есть в вашем окружении какой-то очень мудрый человек, но который достаточно либо деспотично проявляет свою волю, либо вы этого человека побаиваетесь. Вот на этого человека нужно все-таки равняться и свой страх положить себе в карманчик, вот так куда-нибудь глубоко-глубоко, и к этому человеку прислушиваться, потому что здесь может быть достаточно жесткая критика в ваш адрес, но она, ну, конструктивная, поверьте, вот она конструктивная, нужно прислушаться, не обижаться нужно, а слушать этого человека. Либо это прямой призыв к тому, чтобы вам нужно бы сбросить крылышки, да, и превратиться вот именно в такую ящерицу, умную, прагматичную, выносливую, ну, знаете, вот четко оценивающую свои возможности и ресурсы и обладающая, да, вот в частности, ящерицы отбрасывают хвост в случае опасности, да, вот запасными вариантами на то, чтобы, ну, выжить действительно в прямом смысле слова. Высшие силы на самом деле ценят ваши умственные способности. Я не могу сказать, что передо мной какой-то очень глупый человек, да, либо какой-то прям поверхностный человек. Нет, скорее вы либо себя не знаете, либо вы себе не позволяете. Либо еще третий вариант, да, кто-то вам внушил, что вы там не особого ума, да, и без там чужих подсказок просто вот прям пропадете, и все. Вот какой-то такой момент. Мои милые, пришло время менять свою жизнь, пришло время менять свое отношение к жизни. Да, вот словно бабочки говорят: слушай, ну зима скоро, да? Зима близко, как в «Игре престолов» говорил Джон Сноу. Вот и у вас такая же ситуация идет. Зима близко, мои дорогие. Подумайте об этом. Пришло ваше время. Время выживать. Время не в плохом смысле слова выживать, а в хорошем смысле слова, чтобы вот это выживание в итоге привело вас в очень комфортные условия, в комфортную жизнь. Так, с другой стороны, да, из ваших праведных ситуаций, с правой стороны. Ну, во-первых, я вижу, что вы очень инициативный человек на самом-то деле. Очень много идей хороших у вас в голове. Но почему-то вот этот момент между идеей и реализацией, он как-то вот затирается, затуманивается. Я даже больше скажу. Придет время, вы узнаете, что кто-то ваши идейки-то подворовывает, да, либо кто-то, ну, скажем так, перенимает, копирует вашу жизнь, ваши мысли. Вас могут копировать, имитировать даже. Так что вы как будто бы снабжаете других людей возможностями, либо идеями. Ну, плохо это хорошо. То, что это бесплатно и для вас ничем хорошим не оборачивается. Вот это, да, не материализуется. Вот это плохо. Здесь у меня человек очень способный и талантливый. Ну, такое впечатление, что прозябаете, да, где-то вот по пояс в каком-то уже болоте сидите, понимаете, что в болоте сижу, понимаете, что нужно как-то вот пытаться хотя бы там, да, там за ветку ухватиться, либо там на помощь позвать, но пока думаете: да нет, посмотрю, да, пока подожду. А может там хуже, да, может там хуже, чем здесь в моем болоте. Вот этот момент тоже какой-то деструктивный. Здесь у кого-то ангел-хранитель прям слезы льет. Говорит: Господи, такая талантливая, такая замечательная, либо такой талантливый, замечательный человек, а без дела там сидит, да, вместо того, чтобы, я не знаю, там какую-то невероятную музыку, например, сочинять, да, и там быть дирижером огромного оркестра, человек там сидит, извините, коровам хвосты крутит, да, в лучшем случае, а в худшем случае просто как вот на печке там сидит и просто мечтает. Вот чей-то ангел очень кручинится по этому поводу. Так, но это по поводу вашей жизни, вашей личности. Вообще у вас лилия выходит. У вас благородные крови, да, либо род у вас какой-то благородный. Это может быть в прямом смысле слова. Вы представитель, ну, скажем так, голубых кровей, да, знати, либо вот прям родовитый человек, да, у вас особенные там родственные связи были. А у кого-то отыграется, что очень сильный род. Королевский род, да, царский род. Род, который, ну, по-другому, да, исчисляется на том свете. То есть, может быть, они были ваши родственниками, обычными там крестьянами, да, может быть, даже крепостными, да, там и обычные люди, да, но настолько сильные
сильные гены, настолько люди были чистые, светлые, что на том свете вы в почете находитесь, и род ваш в почете. И поэтому лилия над вами, вот как ни крути, лилия очень сильный знак, королевский знак. Поэтому вы особенный человек, представитель особого рода, особая кровь у вас течет. Так. Вы знаете, да, мои дорогие, у кого первая группа крови, это как прародители считаются. Люди с первой группой крови, ой, не первая группа, ну да, в постсоветском исчислении первая группа, это если в других странах, да, в этом Америка, Европа, там с нуля считают 0, потом А, Б, С. А у нас получается 1, 2, 3, 4. Вот первая группа крови. Это прародители. Это очень сильная группа в плане того, что с этой крови у нас все и началось. Человеческий род с нее начался. Вот особенно если вы знаете, что у вас первая группа крови, если еще и положительная, то сила в вас спит огромнейшая, мои дорогие, просто огромнейшая. Так, ну давайте я вам скажу, о чем вас хотят предупредить. Здесь мне не очень нравится с левой стороны. Видите, раз, два, три. 3 человека, и у каждого в руках по ножу. Видно вам, да? 3 человека. И они какие-то ряженые идут. Ряженые. Особенно вот этот посередине, как скоморох какой-то. Значит, опасные ряженые люди. Люди, которые свои искренние намерения прячут под масками, под какими-то, может быть, там словами медовыми, да, какими-то, может быть, делами типа показными. Будьте аккуратны. Это не один человек, это группа людей. И эти люди, они вот идут за своей целью, за своей выгодой. Вас они видят как будто бы легкую добычу. Они на ваш жизненный путь идут. Видите, не на вас конкретно, а на ваш жизненный путь. Это может быть ситуация одного момента, а может быть и нескольких. Будьте аккуратны. Вот особенно те, кто вам кажется особо мимимишными, добрыми, открытыми людьми, тщательнее присматривайтесь к этим людям. Если человек пришел, там агрессивит, негативит, будьте уверены, что он честный. Честный, прямой, открытый человек. А вот если пришел, там божья одуванчика начинает там из себя строить там, жертву, то присмотритесь, прям присмотритесь, особенно те, кто там лебезит, который прям без мыла в одно место лезет, присматривайтесь. Вот эти люди могут быть ряжеными бандитами. С правой стороны у вас семья, близкие, родственники, друзья. Особенно вот семейные связи. Может быть, проблемы сейчас у вас в жизни с родственниками, какое-то недопонимание, усталость даже может быть. Вы должны одно знать, что ближе, чем эти люди, никого нет. И даже если вы там спорите, подаетесь, ругаетесь, как-то вот прям, да, состояние такого вот прям гнева могут вызывать ваши родственники, это временная ситуация. Все равно есть любовь, все равно есть в связи, вы понимаете, очень сильные связи. И эти связи, они все равно себя покажут с положительной стороны в будущем. Так, еще кто-то вот прямо у меня про ребеночка спрашивает, либо просит, либо ребеночка есть, болеет, либо ребеночка нет, вам какие-то диагнозы страшные рисуют. Вот вы спрашиваете, да, если ребеночек есть, болеет, я вам сразу говорю, перерастет, но здесь, конечно, 95% это будут ваши молитвы, это будут ваши бессонные ночи и ваше желание спасти свое чадо. Вот благодаря этому и перерастет, и благополучно там, к определенному возрасту, скорее всего, это возраст уже будет там 16-20 лет, просто забудет о том, что было. И вы забудете, как страшный сон. Для тех, у кого ребеночка нет. Ребеночек тоже будет, но здесь я не могу что-то сказать. Это будет конкретно ваш ребеночек, что вы вот прям забеременеете, родите. Либо это будет ребеночек, которого вы возьмете, да, на усыновление, либо на опеку. В любом случае я не вижу здесь у вас прям какого-то креста, да, что вот прям нет и все. Тут, по-моему, вопрос либо еще не решился, либо вы сами для себя этот вопрос не решили. Так, и еще важный момент касается каких-то, скорее всего, вопросов, связанных, ну, не знаю, то ли это новые дела, то ли это какие-то переезды, отъезды,
все, что связано с новым. Вот человек вроде как бы хотел бы, но либо это новое, да, по левой стороне, вот по вот этой лошадке, да, без хвоста, либо оно никак в жизнь вам не прыгнет, либо вы никак не можете оседлать эту лошадку. Значит, вы есть, лошадка есть, время не пришло. Время не пришло, придет время, отрастет хвостик у этой лошадки, все будет замечательно. Дождетесь. У вас время просто в сегодняшнем дне не совсем для вас подходящее, непродуктивное. Тут и может быть коридор затмения виноват, и может быть конец года, понимаете, тут не ваше время, скажем так. Дождитесь своего времени, и все у вас поменяется. Мои дорогие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.